на земле. И те песни, которые он пел, которые мы слышали, это были песни райские. Он завоевал право войти в лучшую, золотую десятку певцов мира, которые обладали удивительным голосом. Это был настоящий кавказец, который все делал для другого человека. Муслима Магомаева вообще невозможно никем заменить. Он феноменальная фигура в нашем искусстве, в нашей музыке. И любой человек, который никогда его не слушал при жизни и не знал, я уверен, как только он познакомится с его записями, он поймет, что это был выдающийся артист. Его полностью эстрадным певцом нельзя назвать, он, в общем-то, изначально оперный певец. Вообще, он изначально музыкант. нашего сегодняшнего концерта портрет великого певца Муслима Магомаева. И это не только гарантия того, что в зале не будет свободных мест. Настолько велика слава легендарного артиста, что одно его имя
притягивать к себе публику. Это и огромная ответственность перед памятью всенародного любимца. И тем не менее, свой творческий вечер Виктор Сергеенко, являясь поклонником и ценителем таланта Муслима Магомаева, посвящает именно ему. Думаю, нет в нашей стране ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не насладился этим удивительным по красоте голосом. И каждый, кто слышал его, открывал для себя своего Магомаева. Но с каждым годом все труднее ответить на вопрос, каким же на самом деле был этот замечательный артист. Сам он уверял, что не композитор, композитор Верди, Моцарт, не киноактер, сыграл не за миг в скучном фильме, не самый лучший певец, Тита Гоби и Марио Дель Монако пели лучше, не самый красивый мужчина. Почему я должен считать себя красавцем? Есть мужчины в 1000 раз красивее меня. А женщины во всех уголках нашей страны до сих пор на вопрос, какой он, Муслим Магомаев, отвечает: самый любимый. Король эстрады, который мог позволить себе многое, ну, например, озвучить роль трубадура в мультипликационном фильме, и сделать это так, что мелодия серенады оказалась в одном ряду с исполняемыми им мировыми шедеврами. Геннадий Гладков, «Луч солнца золотого». Играет оркестр «Золотая мелодия», дирижер Лев Накоряков, поет Виктор Сергеенко. Писатель, художник, композитор, певец. И главное, творческий, мыслящий человек со своим далеко не всегда совпадающим с привычными взглядом на жизнь и искусство. Таким был Муслим Магомаев. Сохранилось немало интервью артистов, в которых он был достаточно откровенен.
и, как мне кажется, цитаты, которые мы взяли из этих бесед, помогут нам лучше понять этого выдающегося человека. Из интервью Муслима Магомаева. Я считаю, что каждый певец должен прежде всего искать свое произведение, тщательно обдумывать его за фортепиано, решить по-своему, вложить в него свое сердце и только затем отдать его слушателям. Бывает так, что композитор показывает хорошую песню, но я чувствую, что это не моя. И если я слышу не чей-то другой голос, стиль, то предлагаю отнести эту песню тому или иному певцу. К счастью, этой участи избежала песня Арно Бабаджаняна на стихи Евгения Евтушенко «Чертово колесо», которая прозвучит в исполнении Виктора Сергеенко.
из воспоминаний Муслима Магомаева. У меня все были талантливые. И дед, и отец, и мать. Что же, я бездарностью должен был вырасти. Помню, лет с 5 уже играл на рояле, музыку какую-то сочинял. Ну и шалил, конечно, тоже. Однажды старинную скрипку разобрал. Это потому, что слышал, что взрослые говорили, что это какой-то сверхъестественный инструмент, что древний мастер что-то особенное в него вложил. Вот я и решил посмотреть аккуратнее. Ну потом ее склеили и в музей определили. А вот смычок я разломал основательно. Мне, как и всем ребятам, увлекавшимся мушкетерами, только часть его нужна была. Шпага получилась самая лучшая во дворе. Наверное, под стать той шпаге, которой гордый Дон Сержан де Базан защищал честь своей Маританы. Георгий Свиридов, Маритана. Король Кастилии однажды влюбился в девушку красную. Пленившись песней юной жрицы, когда охотился в лесу, шляпу, смиренно мне явился он и клялся страстно юной деве, что только ею
Оперное искусство, к сожалению, не ценится высоко. Я имею в виду все постсоветские страны. Это очень обидно. Несмотря на то, что я сам бросил классику и перешел на эстраду, ставлю классику превыше всего. И я пришел на эстраду лишь потому, что считал, что пою не хуже, чем остальные. А началось все с детских впечатлений от прослушивания грампластинок с записями Энрико Карузо и Кита Руффо. Именно оттуда подчеркнул юный муслим представление о благородстве тембра настоящих голосов. В нашем концерте страничка неаполитанских песен. Лучше дэнса «Фуникули, фуникула» поет Дмитрий Сухих. Музыка, как и любое искусство, принадлежит народу. И каждому народу принадлежит та музыка, которую он заслуживает. Итальянская народная песня «Тири Томба». Выйду в море, я под вечер, там одну красотку
Из воспоминаний Муслима Магомаева. Несколько лет я посвятил опере, а потом понял, что в этих рамках мне тесно. В общей сложности оперная партия идет не более 40 минут. Кончался спектакль, а мне только-только хотелось начать петь. Поэтому я больше любил выступать с сольными концертами. Именно эстрадная песня сделала Муслима Магомаева кумиром миллионов. Арно Бабаджанян. «Солнцем опьяненный» поет Виктор Сергиенко. Сегодня солнце влюблено, и влюблена, улыбается оно, и видимо будет гитара, и не сияет голубко, ведь я шагаю по мыльвам, до свидания с тобой. Я живу мечтой одной, ты моей мечтой устала, стала ты моей весной. Сегодня целый мир влюблен, и солнце нежно поцелует. Я сегодня опьянен, и сильнее сердце бьется, синеет небо надо мной. Я поцелую горячий солнце, разделить хочу с тобой. Я живу мечтой одной, ты моей мечтой стала, снова ты моей весной. Солнечный
О своей гражданской принадлежности Муслим Магомедович говорил так: «Азербайджан – мой отец, Россия – моя мать». Будучи всесторонне образованным человеком высочайшей художественной культуры, Магомаев прекрасно понимал национальную специфику любой песни – русской, итальянской, немецкой, азербайджанской. А благодаря таланту к пародии творческий диапазон певца практически не имел границ. В этом может убедиться каждый, прослушав, например, романс «Очи черные», который Муслим Магомедович исполняет, подражая голосу Луи Армстронга. Но произойдет это не сейчас, потому что в нашем концерте вы услышите этот романс в исполнении Виктора Сергиенко. Мне всегда нравились поющие артисты в театре и кино. Бернес, Трошин, очень нравилась Клавдия Шульженко. Как она играла голосом. Это было целое представление, шоу. Но это совсем другая эпоха. Действительно, превратить песню в маленький спектакль под силу далеко не каждому артисту. Но сам Муслим Магомаев
обладал этим талантом сполна. Даже если речь шла о незамысловатой песенке с весьма небогатым сюжетом. Шаланды полные кефали поет Виктор Сергиенко. Как всегда, совершенно неожиданно наступило время антракта, после которого самые яркие хиты из репертуара Муслима Магомаева. Антракт.